Всем привет, друзья! С вами турист выходного дня. И все. Нет, это не конец. Это только начало. Всем привет, уважаемые друзья! С вами турист выходного дня. А вы знали, что в Таджикистане есть олени? Нет, я сейчас не про нерадивых водителей. Я про настоящих живых оленей, которые обитают в Каратакском ущелье. Но как я сюда доехал? Еще в городе я оплатил тур выходного дня через мобильное приложение ICB банка и отправился в путь. Дорога от Душанбе заняла почти 2 часа. Прибыв на место, до фермы с оленями надо пройти еще пешком 1 километр по живописным горным тропам Каратакского ущелья. Виды здесь не описать словами. Кстати, в этот раз наши гиды и организаторы тура оказались профессиональными наездниками, так что компанию нам составили не только люди, но и благородные лошади. Пройдя вперед по горным тропам, где-то в деревьях мы увидели движение. Это были те самые пятнистые олени, которые в 1973 году были привезены из Кабардино-Балкарии, чтобы получать панты – оленьи молодые рога, которые используются в медицине. Но при этом ни одно животное не пострадало. Рога просто подрезают и олени отпускают снова. Да, моя камера не обладает хорошим зумом, но рассмотреть этих осторожных парнокопытных можно. Они здесь прекрасно себя чувствуют на территории более чем 600 гектаров. Обитает их здесь около 300 голов. Первый микрофинансовый банк Таджикистана сменил свое имя. Теперь он ICB – Инвестиционно-кредитный банк Таджикистана. Подробно по телефону 0909. После того, как группа полюбовалась оленями, все расположились на огромной поляне возле камышовой рощи, вдыхая чистейший горный воздух. Но мой обзор будет неполным, если я не расскажу про других обитателей заповедника. Здесь на просторах ущелья обитают дикие лошади и верблюды. Лошадей, увы, я не заснял, ввиду того, что они находились на большом удалении. А вот корабли пустыни запечатлел. Вот они, красавцы! Эх, люблю наш замечательный Таджикистан. Каждый здесь сможет найти свой индивидуальный вид отдыха. Это правда. Чувствую себя просто на коне. Кстати, меня кто-нибудь снимет отсюда? На этом наше путешествие подошло к концу, но оставило массу ярких впечатлений. Уникальная природа Каратакского ущелья, редкие животные и свежий горный воздух – все это делает поездку не просто отдыхом, а настоящей перезагрузкой. Так что если вы еще думаете, куда отправиться на выходные, больше не сомневайтесь, Каратак ждет вас.